Чеченская республика должна в полной мере подготовиться к приданию аэропорту Грозный статуса международного. Об этом намедни заявил президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. Глава республики также подчеркнул, что в этом вопросе с федеральным центром достигнуты договоренности о снятии ограничений, и принципиальное решение уже согласовано с Москвой. По словам Рамзана Кадырова, в связи с достигнутыми договоренностями уже сегодня встает вопрос соответствия аэропорта международным стандартам. Рамзан Кадыров подчеркнул, что от придания международного статуса воздушным воротам республики и открытия в регионе собственного пункта таможенного контроля напрямую зависит привлечение инвестиций в республику, так как эти меры позволят существенно расширить экономические возможности региона и явятся дополнительным стимулом для привлечения инвесторов. Справка. Восстановление аэропорта Грозный завершено в октябре 2006 года. Уже в марте 2007 года совершен первый за последние 10 с лишним лет пассажирский рейс по маршруту Грозный-Москва. Первоначально авиаперевозками из Грозного и обратно занималось унитарное предприятие «Войнах Авиа», в обязанности которого входит наземное обслуживание аэропорта. Авиарейсы на этот период совершались авиакомпаниями «Дагестанские авиалинии» и «Дон Авиа». Однако уже в июле 2007 года распоряжением правительства Чеченской Республики создается авиакомпания «Грозный Авиа». Ее учредителем выступает региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. С июня 2008 года «Грозный Авиа» открывает регулярные рейсы в Москву в аэропорт Внуково. На данный момент в распоряжении авиакомпании находятся два самолета типа Як-42 и два лайнера Ту-134 и Ту-154. Планируется, что в скором времени компания закупит еще 3 таких самолета. Битва за международный статус аэропорта Грозный идет с самого его открытия. До последнего времени, несмотря на ряд договоренностей, достигнутых с чиновниками различного уровня вплоть до президента Российской Федерации, пресловутые третьи силы самым активным способом пытались противостоять процессу придания Грозненскому аэропорту международного статуса и открытию в Грозном пункта таможенного контроля. При этом напрочь забывалось, что как руководством страны, так и силовиками неоднократно декларировалось, что обстановка в республике стабилизировалась и находится под контролем правоохранительных органов. В качестве главного аргумента оппонирующей стороны приводилось пресловутое постановление за номером 1223 о мерах по предотвращению проникновения на территорию Российской Федерации членов зарубежных террористических организаций, ввоза оружия и средств диверсии в установленных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в пределах Северокавказского региона, которая в свое время, как известно, напрямую касалась именно Чеченской Республики. Самое смешное в этом аргументе это то, что датирован этот документ аж ноябрем 1999 года. Иначе говоря, с тех пор прошло ни много ни мало 10 лет, и ситуация в регионе изменилась кардинальным образом. Не говоря уже о фазе активных боевых действий, Чеченская Республика даже от фазы возрождения социально-экономической составляющей региона перешла к этапу устойчивого социально-экономического развития. В этой новой ситуации, естественно, встают вопросы налаживания торгово-экономической связи, воздушного передвижения граждан республики, ввоза строительных материалов, в том числе из-за рубежа. Нерешенность проблемы со статусом аэропорта серьезно сказывается на себестоимости широкомасштабных строительно-восстановительных работ, в их темпах реализации и оказывает отрицательное влияние на морально-психологическое состояние как минимум десятка тысяч граждан, которые для совершения поездок даже в близкие страны вынуждены первоначально добираться в другие регионы и вылетать оттуда. Республике необходим международный аэропорт, и в плане установления прочных взаимоотношений с многочисленной чеченской диаспорой, разбросанной в результате 2 военных кампаний по всему миру. Ее число, по самым предварительным расчетам, составляет более 150 тысяч человек. В географии значатся такие страны, как Казахстан, Украина, Белоруссия, а также страны Ближнего Востока и Западной Европы. На все эти и другие серьезные аргументы чеченская сторона до последнего времени получала один и тот же стандартный ответ, основным акцентом которого являлось и достаточно спорное утверждение о том, что в пределах досягаемости Чеченской Республики существуют международные аэропорты в Минводах, Махачкале и Нальчике. Рассмотрим эти и другие аргументы в несколько иной плоскости и в несколько иных направлениях. Вот справка о тех самых аэропортах, которые находятся в так называемых пределах досягаемости. Как видно из представленной справки, статус международного имеют практически все регионы Северного Кавказа. Более того, некоторые из них имеют 2, а то и 3 аэровокзала с соответствующим статусом. И лишь Грозный находится на положении бедного родственника, без каких-либо прав в вопросах воздушных перевозок. Всякие комментарии в этой ситуации, как говорится, излишни. Во-вторых, о возможности террористических угроз и провоза нелегального товара в Чеченскую Республику.
Как уже отмечалось выше, за последнее время ситуация в Чеченской Республике изменилась кардинальным образом, и по существу этот вопрос отпадает уже в принципе. Тем не менее, создается ощущение, что некоторые федеральные чиновники до сих пор не свыклись с тем, что Чеченская Республика такой же полноценный субъект и равноправный партнер, как и остальные регионы, а не зона контртеррористической операции. Все тот же Дагестан или Кабардино-Балкария, который, к слову, имеет свою таможню и международный аэропорт, вызывает большую обеспокоенность в плане террористической угрозы, нежели Чеченская Республика, в которой вот уже на протяжении нескольких последних лет эта проблема не наблюдается вовсе. Именно поэтому шаблонные формулировки типа террористической угрозы контрабанды ничего, кроме как иронической ухмылки, у обывателя вызывать не могут. И, наконец, в-третьих, о соответствии аэропорта международным требованиям и определенным стандартам международного образца. Справка. Придание всякому аэропорту статуса международного налагает кучу нелегких, но вполне выполнимых обязательств. В международных аэропортах в обязательном порядке должны быть оборудованы пункты пропуска через государственную границу. Должны быть созданы определенные условия для работы пограничной и таможенной службы. Международный аэропорт также должен обеспечить круглосуточное дежурство вертолета с командой спасателей для выполнения авиационно-спасательных работ в случае чрезвычайных ситуаций или происшествий. Финансирование этих и других обязательных условий лежит на администрации аэропорта. В этом вопросе обратим внимание на тот факт, что ряд ответственных комиссий уже несколько раз подтвердили, что с технической стороны аэропорт уже готов к приему зарубежных рейсов. О чем не скажешь о некоторых действующих вышеперечисленных аэропортах Северокавказского региона. Возникает вполне резонный вопрос. Если все претензии в адрес чеченских властей не обоснованы, в чем же корень проблемы? Все объясняется довольно просто. В условиях рынка и новых экономических взаимоотношений определенные круги региональных элит, которые уже пристроены к сверхприбыли от пассажирооборота, оборота товаров, контрабанды и нелегальных таможенных поборов, не заинтересованы в появлении на уже освоенном и размеченном бизнес-поле новых игроков. Открытие в соседнем регионе международного аэропорта существенно снизит именно их прибыль, так как она будет оседать уже не в их карманах, а в бюджете соседней республики. Поэтому регионами-владельцами международных аэропортов и предпринимаются в чиновничных кабинетах определенного рода усилия с одной единственной целью – хотя бы на время попридержать ситуацию в накатанном русле. Справка. В настоящее время из Грозненского аэропорта осуществляются полеты лишь в Москву. Однако буквально в следующем месяце ожидается, что чеченские авиалинии начнут рейсы в крупные российские города – Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Тюмень. В ближайших планах авиакомпании открытие маршрутов в Самару, Уфу, Нижневартовск, Ярославль, а также в некоторые города стран СНГ – Астану, Алма-Ату, Чимкент, Караганду, Киев, Минск и Брест. Отметим, что авиарейсы в этих направлениях не осуществлялись с конца 80-х, начала 90-х годов уже прошлого столетия. В случае же отмены пунктов постановления правительства Российской Федерации от 9 ноября 1999 года географию взаимовыгодного сотрудничества и воздушных перевозок значительно расширится. Ожидается, что в этом случае первый международный авиарейс будет совершен в одну из арабских стран.